Доброе утро всем, кто просыпается вместе с нами. Сегодня среда, середина рабочей недели, 9 июня на календаре. И это утро вместе с вами встречаем мы Екатерина Винокурова и Павел Танин. Да, пока вы просыпаетесь, готовите завтрак, возможно, варите кофе или до сих пор пытаетесь перебороть себя, чтобы подняться с кровати, мы постараемся зарядить вас на весь этот день энергичный и продуктивный. Для этого мы приготовили много чего интересного. Так, например, наши коллеги сегодня расскажут о работе фонтанов Якутска и объяснят, что означает словосочетание «сухой фонтан». А наши нерюнгринские коллеги познакомятся со всеми особенностями и историей раритетной швейной машинки советского производства. Помимо этого, это утро сегодня с нами встретит водитель пригородного маршрута автобуса, от которого мы узнаем об особенностях этой профессии. Ну и, конечно же, вас ждут наши постоянные традиционные рубрики, а теперь о погоде. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 9-12 градусов тепла. В заречной группе 11-18, в южных 9 и 10, в Вилюйской группе 3 и 6 градусов тепла, в нижнеленских до 8-10, в западных 3, местами 8, в Колымайдигирской группе 2, плюс 12 градусов, в Янских 6 и 10 градусов тепла. На северо-западе 2 и 3 градуса. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 12 градусов, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер западно-северо-западный 3 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 15-17 градусов тепла. А мы хотим напомнить, что работаем в прямом эфире, и наш WhatsApp номер, конечно же, работает 8 914 273 4488. Делитесь с нами своим настроением, можете кого-то поздравить, ну и задать какие-то интересующие вас вопросы. Да, ну или просто пожелать всем нашим зрителям доброго утра. Ну и, конечно же, подписывайтесь на нашу страницу в Instagram «Утро в Якутии», ставьте лайки, комментируйте, делитесь публикациями замечательными. Но тем временем мы узнали о том, что нам готовит сегодня погода. Я думаю, настало время узнать о том, что готовит нам сегодня жизнь. И с последними новостями нас ознакомит наш коллега Сергей Михедов. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Начнем с того, что этим летом некоторые категории пенсионеров, семьи с детьми, а также беременные могут рассчитывать на новые социальные выплаты или на повышение уже назначенных пособий. Об этом рассказал генеральный директор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский. По его словам, 1 августа будет произведен перерасчет пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Их страховая пенсия вырастет почти на 300 рублей или на 3 индивидуальных пенсионных коэффициента. Также в августе семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. А Рособорнадзор намерен в течение 2 лет полностью перейти на передачу материалов единого государственного экзамена в регионы по защищенным каналам связи. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, уже в 31 субъекте России задания из федерального центра попадают в аудиторию через защищенные каналы. Примерно через 2 года планируют, что все субъекты Российской Федерации перейдут на эту технологию и уже не будет никаких дисков. Получение заданий будет происходить за 1 час непосредственно до экзамена. Минсельхоз России ожидает сохранения стабильных цен на все виды мяса в текущем году. По данным ведомства, на цены влияет растущая конкуренция, и сейчас внутренний рынок обеспечен основными видами мяса. Между тем, на начало июня цены сельхозтоваропроизводителей на свинину за месяц прибавили 0,2%. На баранину снизились на 1%, а вот на говядину увеличились почти на 1%, впрочем, как и на мясо птицы.
Теперь к событиям в нашем регионе. Специалисты службы земледелия считают, что живая почва – основа производства здоровых продуктов питания. Был произведен мониторинг состава земли. Сперва на поле специальным навигатором разметили площадку. И по ее углам отбирали почвенным буром пробы по 100 граммов. Затем все это смешивали и доставили в агроиспытательную лабораторию. Там определили минеральный состав, возможные процессы засоления и содержания тяжелых металлов земли. После чего дали рекомендации сельским хозяйствам. За год у нас проводится примерно 4500 анализов массовых проб. И по тяжелым металлам также, микроэлементы, радиометрия в почве. Но у нас очень много сейчас приборов стало. Вот новый pH-метр, метр Толедо, который у нас повысилась производительность его до 40%. Потом у нас сейчас определяются в почве нефтепродукты. Это уже новые у нас методики. А также у нас тяжелые металлы начинаем определять, ртуть, мышьяк. Якутские стрелки привезли золотые и бронзовые медали за успехи в спортинге. Они отличились на чемпионате Европы, где выступало более 240 участников. Мастер спорта России Николай Кобяков из Кобяйского района выбил 182 мишени из 200 возможных и стал победителем в абсолютном первенстве. Кроме того, чемпион мира и Европы Аял Макаров, заработав 180 очков, занял 3-е место. Василий Алексеев занял 3-е место среди ветеранов, а среди юниоров завоевал золотую медаль 15-летний якутянин Рамир Николаев. Моим наставником и тренером был мой отец. Он мотивировал меня на победу на этих соревнованиях. Было тяжело держать этот психологический накал. Все 4 дня, которые проводили эти соревнования, было очень тяжело держать себя в руках. Он помогал мне в этом очень хорошо. Поэтому я до конца дошел с таким же настроем. Закончил победителем. У меня к этой минуте все. Передаю слово коллегам. Спасибо, Василий. Возможно, первые новостные выпуски для многих из нас являются сигналом к тому, что начало рабочего дня все ближе и ближе. А до работы еще нужно добраться. Или не обязательно до работы. Возможно, с самого утра запланировано очень много важных дел и хочется успеть все вовремя. Ну и, конечно, вовремя добраться до места. Для тех, у кого есть своя машина, вряд ли этот вопрос стоит остро. Ну а те же, кто по тем или иным причинам не ездит за рулем авто, конечно же, полагаются на работу общественного транспорта. Да. Особенно те, кто живут в пригородах. Пригороды. Действительно, и от точности, пунктуальности, ответственности водителей пригородных маршрутов зачастую зависит именно, успеваем мы куда-либо или не успеваем. И прямо сейчас, перед самым первым сегодняшним пригородным рейсом автобусным, наша коллега Ирина Григорьева находится на автовокзале и готова ознакомить нас с особенностями работы водителей пригородных маршрутов. Ирина, доброе утро. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, дорогие телезрители! Но я, наверное, не ошибусь, если скажу, что большинство из нас начинает свое утро с горячего кофе, с питательного завтрака, а может и нет. И сразу мы спешим на работу. Куда мы обычно спешим? Конечно, на автобусную остановку. Мы сегодня решили начать свое бодрое доброе утро с автовокзала. Я хочу вас познакомить с работой водителя. Рядом со мной водитель Дмитрий Ариносов. Он работает уже несколько лет уже в этом предприятии ЯПАК. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро. Доброе утро. Горожане. Доброе утро. Ну, как начинается ваш рабочий график? Вот расскажите, пожалуйста, вы водитель какого автобуса? Водитель автобуса пригородных маршрутов. Утро у нас начинается в 5:30 утра подъем. Выходим на дежурный автобус, который нас довозит до предприятия. И потом готовимся к выезду. Ну, понятное дело, что для водителя самое главное – это безопасность пассажиров. Нужно проверить технику. Вот вы сейчас что сделали вот перед тем, как вот… Подготавливаю автобус, протираю, пока пыль, стекла. А с утра у нас проверка идет там, в гараже, на наличие всех неисправностей. Если автобус исправен, то выезжаем на линию. Дмитрий, ну вы сейчас…
Сейчас на автоглае вообще мало народа, пассажиров практически нет. Ну, вообще народу бывает много. Вот от чего это зависит? От сезона? Зимой, допустим, да, вот весной, Да, в летом. зимнее время народу больше, как бы, чем сейчас. Сейчас в основном народ на машинах на своих ездит. А так, в основном больше в зимнее время народу. И сейчас школьники отдыхают, студентов тоже нету. Как бы вот от этого тоже зависит пассажиропоток. Безопасность дорог для нас, конечно, самое важное для пассажиров. А вот для вас, как для водителей, которые вот целый день, можно сказать, за рулем, вот сейчас вот качество дорог какое? Вот до пригорода. Через сколько вы доезжаете? Сейчас качество дорог, конечно, становится лучше. Но все равно еще нужно трудиться и трудиться. Как бы. Ну, у вас уже скоро по времени график. Давайте мы не будем вас задерживать. Мы вас провожаем в вашу кабину. А мы попробуем с оператором Павлом проехаться. Хотя бы одну остановку, если у меня будет время. Можно заходить? Да, проходите, пожалуйста. Ага, давайте мы пройдем аккуратненько. Ну, как мы видим, здесь в большом автобусе пока один пассажир. Водитель уже готовит, можно сказать, свое рабочее место, свое рабочее. Что вы первым делом делаете? Ну, помимо того, что вот готовите, аппаратуру проверяете. Ну, проверка оборудования, наличие всех вот этих табличек, чтобы все проверить. Прохождение медика, контрольного механика, проверка всех контрольных ламп, чтобы все горело, все работало, колеса были закручены, крутились как бы. Ага, ну, в день вот сколько вот вы, допустим, рейсов делаете до Магана? Вот сейчас у вас поменялся маршрут, вы сегодня работаете именно на этой ветке Магана. Вот сколько рейсов делаете? Ну, и устаете ли за работу? У меня 2 рейса в Маган. Сегодня у меня короткий график, а так в среднем в Маган 6 рейсов бывает, и Хатасы по 7 рейсов. Каждый день графики разные. Не бывает такого, что неделями, месяцами на одном графике. Ну, давайте мы не будем вам мешать. Вы можете уже заводить автобус. Я попробую поговорить с пассажиром. Я к вам... Можно уже отъезжать, наверное, да? Да, давайте, да, мы отснимем этот момент, отснимем, как Дмитрий, как говорится, приступает к своей специальности. Он уже отъезжает, как мы видим, автобус уже двигается. Ага, на дороге никого нет. Пассажиров тоже пока. Ну, если честно, я, конечно, вот первый раз делаю такой репортаж в прямом эфире именно в автобусе. Это, конечно, очень интересно и увлекательно. Так, ждем. Так, кто-то стучится. Ага. Видимо, пассажир прибегает. Ясно. Давайте мы сейчас пока пройдемся. Вот. Ну, как я говорила, автобус полупустой. Доброе утро. Можно мы вас побеспокоим? Да. Ну, знаете, раннее утро, автобус. Вот с каким настроением вы обычно на работу собираетесь? Ну, с хорошим, стараемся с хорошим собираться, чтобы день прошел удачно, рабочий. Как вы настраиваетесь на рабочий день? Вот как вы, чтобы у вас он прошел удачно? Вот, может быть, вы музыку слушаете, какую-то свою приятную? Ну, главное проснуться с хорошим настроением. Вот. Ну и немаловажную роль играет, конечно, погода. Ну и даже если погода не очень, то все равно надо о чем-то хорошем подумать. А вы часто ездите на автобусе? Да, каждый день получается на работу и с работы. А работой водителя вы довольны? Вот бывает, что вот водители, ну, не всегда вот разговорчивы. Но бывает, что вот у них, конечно, сложная работа, они не отвлекаются, да, но вот для вас вот опытный, лучший водитель, он какой? Ну, когда соблюдает все правила движения, не превышает скорость, вот, ну, спокойно едет. Как, например, сегодня водитель наш. Ну, спасибо вам большое за интервью, такое внезапное, спонтанное, и спасибо, что вы согласились. Ну, а давайте вернемся к нашему водителю Дмитрию. Ну, как вы видите, мы уже едем, аккуратно мы идем по салону. Вот, давайте мы зададим ему пару вопросов, если, конечно, у меня получится и позволит время. Дмитрий, ну, почему вы выбрали именно эту профессию? Вот? Ну, я не знаю, я вот как бы с детства, да, с
смотрел на автобус и мечтал об этом. Вот для меня пример такой, знаете, дядя Васю, белая рубашка. Это знаменитый водитель, которого очень много времени проработал в ЯПАК. И вот я знаю, он в белой рубашке прямо работал, да? Вот. Да, и он по сей день как бы числится у нас как наша знаменитость и гордость ЯПАКа. Дмитрий, ну это очень здорово, что вы выбрали такую профессию и вы верны своей работе. А бывают какие-нибудь, ну, можно сказать, курьезные случаи, веселые случаи? Может быть, какой-нибудь случай вспомните? Бывают и курьезные случаи, бывают, дети забывают карточки свои, как бы, что делать? Приходится выпускать, довести до точки нужного направления и выпускать их, как бы. Не будешь же с них деньги брать, которых у них нету, и не выгонишь с автобуса детей. Детям надо добраться до места назначения. Понятно, но, Дмитрий, понятно, что у вас безопасность пассажиров прежде всего, но я считаю, что водители должны быть еще стрессоустойчивые, потому что люди все разные, раннее утро, люди все спешат на работу, возможно, кто-то не проснулся, бывает не совсем вежливые, да, пассажиры. Вот для вас, вот у вас какая-то броня есть защитная для того, чтобы как-то вот отгородиться, но опять же не нахамить человеку, но и опять же, чтобы по-доброму к ним относиться? Да я стараюсь не ругаться с людьми, улыбаюсь. Вроде бы как бы улыбка помогает, люди смотрят и успокаиваются на улыбку. А смысл ругаться с людьми я не вижу никакого. Ну, у вас есть рецепт какой-нибудь, вот свой рецепт, своя такая фишка, свое суеверие? Вот бывает же, когда вот встаешь с правой ноги, говорят, очень удачный день будет, или с левой ноги наоборот. У вас есть какое-нибудь суеверие? Я стою сразу с двух, чтобы не было никаких проблем. И уверенней стоять на ногах. Ну, Дмитрий, я вас благодарю за такую интересную беседу. Спасибо вам большое, что разрешили встретить наше утро с нашими телезрителями именно с вами и показать вашу работу, можно сказать, вот уже в пределе, вот в прямом эфире. Ну, мне было с вами очень приятно поговорить. До свидания. Желаю вам всего самого хорошего. Ну, а я хочу передать слово нашим коллегам, которые в студии, вот сейчас как раз остановились, хороший момент передать слово. Ну и я хочу пожелать всем телезрителям бодрого, доброго утра, и чтобы у вас, несмотря на пасмурную погоду, у вас все сегодня было хорошо. До свидания, всего доброго, с добрым утром. Спасибо, Ирина, за такой замечательный репортаж этим утром. Главное, чтобы не забыла оплатить за проезд. И вернулась на работу, да? Не уехала в пригород. Спасибо, Ира. Ну, я уверена, что благодаря таким ответственным водителям мы можем не сомневаться, что опоздаем по своим делам. Опоздаем. Не опоздаем, да. А тем временем, если кто-то еще не переборол себя и до последнего лежит в своей кровати, советуем вам что-то с этим делать, иначе никакой автобус вам не поможет. Кать, лично я считаю, что все-таки лежать до победного в кровати – это, наверное, самое незаменимое удовольствие в жизни любого человека, но соглашусь, что что-то с этим нужно делать, и так долго продолжаться не может. Да, и хотим предложить вам не менее приятное занятие – это утренняя зарядка, которая не только хорошо сказывается на фигуре, укрепляет здоровье и, конечно же, дает заряд бодрости на весь день. Ну а помогут нам в этом наши тренеры. Доброе утро! Меня зовут Павлова Светлана. Я главный тренер спортивного клуба художественной гимнастики «Сардана». Сегодня мы проведем разминку, который может повторить любой у себя дома. Упражнения будут легкие. Итак, начинаем. Готовы? Руки на пояс. И релеве. И раз. И два. И три. И высокий полупалец 4. И 5. И 6, и 7, и 8. Наклоны вперед, голова, и я. Раз, два назад. 3 в сторону, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Повороты головы направо, и я. Раз, через низ, влево, 2, 3, 4, и 5, 6, 7, 8. Хорошо. И руки в сторону. Поехали. Наклоны в сторону. И раз, два. Через низ 3,
4 и 5, 6, 7, 8. Еще раз. 2, 3, 4 и 5, 6, 7, 8. Наклоны вперед, пор де бра. И раз, назад. 2 и 3, 4. Ниже. И 5. Одинаково. 6 и 7, 8. Хорошо. Выпады направо. И готовы. Руки на пол. 90 градусов. Колено прямое. И раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Повернулись налево. И готовы. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз. 2, 3, 4. Колени Милана. 5, 6, 7, 8. Хорошо. Садимся на пол. Раз. Вытянули ноги. 2. И на 45 ножки подняли. И раз, 2, 3, 4, 5. Колени. 6, 7, 8. Еще раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Держим на 45. Раз, 2. Колени. 3. Выворотные ноги. 4, 5, 6, 7. Побежали. 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ножницы. И раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сели. Правая ножка наверх. И раз, 2. Вытянули. 3, 4. Наклон. 5, 6, 7. Саша. 8. Раз, 2, 3, 4 и 5, 6, 7, 8. Хорошо. Встаем. Сделали вдох, выдох. Наша разминка закончена. Будьте здоровы, занимайтесь спортом. Хорошего дня! Ну вот перед зарядкой было верно отмечено, что она помогает укреплять здоровье, а между тем дороже для человека нет ничего, чем его собственное здоровье и здоровье близких. Но при этом многие люди при первых каких-то симптомах, каких-то недугах, они любят тянуть до последнего и порой даже после этого не обращаются к врачам. Да, некоторые вообще занимаются самолечением, но все же нужно обращаться к квалифицированным специалистам. И все же, как распознать болезнь и о чем говорят нам те или иные симптомы? Но в этом разобраться нам поможет наш доктор. Доброе утро! Боль за грудиной терпеть нельзя. Сжимающая, давящая, жгучая, нарастающая боль может быть признаками инфаркта. Отдавать в левую половину грудной клетки, нижнюю челюсть, левую руку или под лопатку. Сопровождаться может холодным липким потом, снижением артериального давления и возникать после физической нагрузки. Все эти признаки – повод обязательно обратиться за медицинской помощью, вызвать врача или приехать в больницу. Боль терпеть нельзя. Даже если вы считаете себя здоровым и сильным человеком, инфаркт миокарда не щадит никого. Самым разумным решением в данной ситуации является вызов скорой помощи. В медицине есть понятие золотого часа. Это время от первого появления боли до обращения за медицинской помощью. Время, за которое можно спасти человека. Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем меньше будет последствий. Скорее пройдет выздоровление, и последствия будут легче. Это то время, за которое можно спасти человека. Минуты приравниваются годам, тем, которые человеку еще предстоит прожить. Чтобы избежать проблем с сердцем, регулярно проходите профилактические осмотры у своего кардиолога. Будьте здоровы! Да, очень полезные советы. Ну а мы еще раз вам напоминаем, уважаемые телезрители, вовремя заниматься своим здоровьем и обращаться к специалистам. Да, как-никак, врач это все-таки в любом случае будет всегда другом вашему здоровью. К слову, о дружбе сегодня во всем мире отмечают такой праздник замечательный, с которым можно поздравить почти абсолютно любого жителя планеты. И у каждого из нас есть человек такой. Да, сегодня Международный день дружбы. Пользуясь случаем, передаем
передаю привет всем своим друзьям. Я вас очень люблю. Я присоединяюсь, тоже поздравлю своих друзей. Кать, друг друга мы тоже можем поздравить. И Поздравляю, Паш. Поздравляю. И также сейчас узнаем, какие помимо Дня дружбы сегодня, 9 июня, отмечаются праздники. 9 июня – Международный день друзей, Международный день архивов и Международный день аккредитации. 9 июня стартует второй этап Берлинского международного кинофестиваля «Берлинале». До 20 июня на открытом воздухе пройдут показы картин победителей и другие мероприятия. 9 июня также День группы советских войск в Германии. По народному календарю восточный ветер 9 июня предвещает простудные болезни у людей и скота, а северо-западный ветер – ухудшение погоды и сильные дожди. Если 9 июня лег первый летний туман, будет хороший урожай грибов. 9 июня 1737 года вспыхнул один из самых сильных пожаров за всю историю Москвы. Огонь охватил центр города, сгорел даже Кремль. От пожара треснул 200-тонный царь-колокол. Было уничтожено более 2500 дворов, около 500 лавок и множество церквей. 9 июня 1904 года первый концерт дал Лондонский симфонический оркестр. 9 июня 1935 года в СССР приняли закон о смертной казни за побег за границу. В 1945 году 9 июня учреждена медаль за взятие Берлина. 9 июня 1993 года в США состоялась премьера блокбастера Стивена Спилберга «Парк юрского периода». 9 июня 1661 года родился Федор III Алексеевич, русский царь, старший брат Петра I. В этот же день, в 1672 году, родился Петр I, первый российский император, царь-реформатор. В 1781 году, 9 июня, на свет появился Джордж Стефенсон, английский инженер-механик, изобретатель паровоза. 9 июня 1963 года родился Джонни Депп, американский актер, режиссер, музыкант, сценарист и продюсер. В 1981 году, 9 июня, родилась Натали Портман, американская актриса театра и кино, кинорежиссер, продюсер и сценарист. Именины в этот день празднуют Анастасия, Иван, Леонид, Леонтий, Петр и Ферапонт. Что ж, в День друзей не стоит забывать и о друзьях наших маленьких, о братьях наших меньших. И если они попали в беду, необходимо, конечно, прийти как можно скорее к ним на помощь, как это сделала команда ледокола Александр Санников. Лайка по кличке Айка чуть не погибла, когда во время весеннего ледохода ее унесло на льдине в Карское море. На помощь пришел экипаж ледокола Александр Санников. Моряки следили за отгрузкой сырья на танкер на терминале «Ворота Арктики», когда разглядели среди снегов белую собаку. По словам моряков, шансов вернуться на берег у собаки не было. Она могла погибнуть, провалившись в трещину, или просто умереть от голода. Питомца удалось заманить на борт. В дальнейшем при помощи мобильной связи установили связь с местным населением, узнали владельца, и спустя несколько часов животное в целости и сохранности было возвращено. После собаку сняли с ледокола и отправили на ховерборде на берег Обской губы в село Мыс Каменный. Как выяснилось, годовалую Айку хозяева искали больше недели. Она убежала во время прогулки и куда-то пропала. Но благодаря внимательному и отзывчивому экипажу ледокола Айка вернулась к своим хозяевам живой и невредимой. Что ж, доброе утро всем, кто только-только открыл глаза или, возможно, кто только что подключился на наш телеканал. Сегодня 9 июня, среда, и это утро Якутии. Мы встречаем утро в Якутии, а встречают его вместе с вами Катерина Винокурова и Павел Танин. Кать, у меня к тебе такой вопрос. Знаешь ли ты, что такое газгольдер? Ну, скорее всего, это что-то связано с газом, а гольдер вот не могу сказать. Да, можно предположить, что, может быть, это какой-то бренд известного иллюзиониста или же, опять же, лейбл одного известного российского рэп-исполнителя. Однако нет, газгольдер – это такая емкость для хранения пропан-бутановой смеси. Причем резервуар устанавливается, как правило, рядом с жилым домом, и это очень экономичный, надежный, в принципе, выгодный и быстрый вариант обеспечить теплом жилой дом. Фактически. Интересно, а зачем ты мне такие вопросы задаешь? Дело в том, что сегодня в 11:30 на
нашем телеканале в прямом эфире выйдет программа «Подворье», где наши коллеги будут рассказывать в том числе об таких вещах, о строительстве, о декоре, о садоводчестве и прочем, все, что связано с жизнью в частном доме. Да, поэтому не пропустите. Наши коллеги погрузятся в актуальные темы загородной жизни. Это и растения, строительство, декор, благоустройство и многое другое. В 11:30 на нашем канале. Причем ежедневно они будут в эти все темы погружаться. Ну а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы погрузятся в мир новостей, погрузят вместе с собой нас туда. Врачи подробно рассказали о различии между российскими вакцинами от коронавируса. Напомним, что в стране на сегодня зарегистрировано и утверждено 3 препарата. Это «Спутник Ви», «Эпивак Корона» и «Ковивак». Итак, «Спутник Ви» вводят двукратно с интервалом в 3 недели. Эффективность составляет более 90%. Ожидается, что иммунитет формируется на 2 года. Из побочных эффектов у привитых может подняться температура, появится боль в мышцах, суставах и общая слабость. Применяют ее для взрослых от 18 до 60 лет. Вторая вакцина – это «Эпивак Корона». Также вводится двукратно с интервалом 2-3 недели. Эффективность 100% по заявлению врачей в течение 1 года. Третья прививка самая новая – «Ковивак». Серьезных нежелательных явлений после вакцинации у добровольцев не выявили. Особенность препарата – он подходит людям с иммунодефицитом. Но врачи отмечают, что все 3 вакцины противопоказаны беременным и кормящим женщинам, детям, а также больным онкологией, которые проходят химиотерапию. Завершился прием заявок среди социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление грантов главы Якутии. Отмечается, что подано более 400 проектов по 25 направлениям. Сумма грантов в этом году составила свыше 103,5 миллионов рублей. Эти средства можно направить на реализацию социальных проектов, поддержку людей в трудной жизненной ситуации, развитие в области образования и спорта, на охрану культурного наследия, в том числе коренных малочисленных народов Севера. Итоги будут подведены до 20 августа, а с 1 сентября начнется реализация проектов победителей. Управление соцзащиты по Алданскому району продолжает реализовывать комплекс мер поддержки. Помимо выплаты дотаций за одиноким проживающим гражданином ведут уход. Нуждающимся оказывают помощь и по хозяйству. В отделении помощи на дому числится порядка 200 пациентов. Их обслуживает более 20 соцработников. В эту профессию люди приходят по призванию. Например, Татьяна Киселева работает в отделении 18 лет. В ее группе 12 пожилых людей. Старшие отметили 80-летие, а младшим за 50. Вот эти вот инвалиды, которые более старшего поколения, они больше нуждаются в эмоциональной поддержке. Потому что они одни, поговорить не с кем. Некоторые все ждут своих детей, чтобы пришли, поговорили. Ну, конечно, приходится и убирать по дому, и кормить, то есть приготовлять пищу. Ну и следить за тем, чтобы принимали вовремя лекарства. Также приходится и купать, потому что они в состоянии некоторые даже в ванну войти. Детские лагеря дневного пребывания в Якутске не будут работать в этот сезон из-за угрозы распространения коронавируса. По сообщению регионального Минобрнауки, прибегнуть к такой мере рекомендовал Роспотребнадзор. Стационарные загородные лагеря откроются по согласованию ведомства с 15 июня. Отмечается, что всего в Якутии на сегодня открыты почти 200 дневных лагерей, которые получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения. Все они расположены в районах региона, где эпидситуация позволяет принимать детей. Якутский спортсмен Петр Васильев проведет в июле месяце профессиональный бой в Тиране. Он включен в основной кадр турнира Международной боксерской ночи. Пока соперник не определен, составы пар будут оглашены на днях. Об этом рассказал тренер и промоутер спортсмена Семен Лукин. Соревнования состоятся 24 июля. По окончанию турнира Петр Васильев может принять участие в сборах, которые пройдут на Адриатическом побережье. В августе-сентябре также предстоят сборы в Тиране, где станет известно об еще одном профессиональном поединке. А студенты Международной арктической школы в составе сборной команды Якутии заняли 3-е место в четвертьфинале конкурса по цифровой промышленности «Кибердром» в Москве. Боролись с более чем 30 командами из 27 регионов России. Этап, в котором наши ребята заняли 3-е место, называется «Зорница. Атака и оборона дронами».
Это гарантированный проход в полуфинал «Макси», который состоится 20-25 июля. Поздравляем и желаем не сбавлять оборотов в следующих этапах. А к этой минуте все новости. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Доброе утро. Ранее мы затронули тему здоровья. Для человека самое дорогое это здоровье самого себя и его близких. Ну а среди близких это, конечно же, наши дети. Да, как правило, дети – это самые дорогие, близкие в жизни каждого. Причем даже если у родителя по тем или иным причинам произошла ситуация, что вот не получается там, заботиться о ребенке, по закону он все равно обязан содержать своего ребенка. Если же он этого не делает, отказывается от своих обязательств, то, в принципе, второй родитель вправе обратиться в суд. Да, и подробнее о теме алиментов мы сегодня поговорим с нашей гостьей Марией Тихоновой, юрисконсультом первой категории отдела правовой экспертизы и оказания бесплатной юридической помощи Центра «Мои документы». Мария, доброе утро. Доброе утро. Вот, и первый вопрос, конечно, до какого, мы раз уже говорим об алиментах, до какого возраста, как правило, выплачиваются эти выплаты? Алименты по закону выплачиваются до совершеннолетия ребенка, но также можно взыскать и на совершеннолетних детей. Но в данном случае они должны быть нетрудоспособны. Это, например, инвалиды с детства, инвалиды первой группы. Также должны не нуждаться в помощи родителей. Это все доказывается в суде. И отличие от получается при обращении родителя, если, например, обращаются родители, если ребенок несовершеннолетний, то в данном случае сам совершеннолетний ребенок обращается в суд с заявлением. А если на родителя какие-то дополнительные расходы на ребенка? Кроме самих алиментов, можно взыскать еще и дополнительные расходы на ребенка. Законом установлен конкретный перечень таких исключительных обстоятельств. Например, при тяжелой болезни ребенка, если увечье у ребенка, необходимость оплаты постороннего ухода за детьми, также расходы на протезирование, приобретение лекарств и так далее. В данных случаях можно взыскать еще дополнительные расходы через суд. Но, кстати, вот с прошлого года законодатель включил в этот перечень еще и элементы на жилье, если, например, у ребенка отсутствует пригодное для постоянного проживания жилье. И если родитель, с которым остался ребенок, не может обеспечить ребенка, например, жильем, у него там тяжелое материальное положение и так далее. Вот как раз про жилье, когда можно дополнительные расходы на него взыскивать. Тут должны быть соблюдены условия некоторые. То есть родитель, который оплачивает алименты, он должен быть трудоспособным. Во-вторых, у ребенка и у родителей не должно быть в праве собственности своего жилья. Также суд может учесть и тут случай того, что если, например, мать с ребенком прописаны у бабушки и дедушки, также там же проживают, то суд в данном случае может отказать в алиментах на жилье. И в-третьих, это родитель, он должен доказать в суде, что у него сложилась трудная жизненная ситуация, и на данный момент он не может платить за это жилье. При таких условиях можно взыскать алименты на жилье. Мария, скажите, а можно ли взыскать алименты за прошедшие периоды, и как это сделать? По закону алименты взыскиваются с момента обращения в суд. Но в исключительных случаях, если, например, в суде будет доказано, что родитель, он предпринимал какие-то меры, действия по взысканию алиментов, но родитель, который должен уплачивать алименты, он, уклонялся от уплаты алиментов, то можно взыскать и за прошедшие периоды, но тут уже в пределах 3 лет можно только взыскать. А что касается размеров выплат, да, то есть это какой-то процент от дохода или может быть фиксированная какая-то сумма? От зарплаты? Да, тут все зависит от материального положения родителя. Например, если у родителя высокий заработок, то, конечно, разумнее взыскать в долях алименты. То есть, если у родителя имеется официальный доход, стабильный заработок, то алименты взыскиваются в долях. Это заставит на одного ребенка 1/4 дохода, на 2 детей 1/3 дохода. Если 3 и более детей, то уже в половине заработка. А если к нам, кстати, поступает много вопросов, можно ли взыскать алименты, если у родителя вообще нет доходов, он не трудоустроен, либо у него нестабильный заработок, то в данном случае алименты можно взыскать в твердой денежной сумме, кратной величине прожиточного минимума. То есть это составит половину прожиточного минимума Республики Саха-Якутия, установленного на детей. И
так как обязанность по содержанию ребенка лежит на обоих родителей, то есть они несут как бы вдвоем эту обязанность. Ответственность. Да. А вот влечет ли отказ от отцовства, собственно, освобождение от алиментов? К сожалению, законом такого не предусмотрено, так как отказ от отцовства, алиментных обязательств, вообще такая процедура она законом не предусмотрена. Можно оспорить отцовство, но это если вы являетесь, например, не биологическим отцом. И даже при лишении родительских прав родитель все равно обязан оплачивать алименты. Но если вот такую ситуацию представить, что вот были мужчина и женщина, у них родился ребенок, мужчина ушел, развелись, всякое может быть, и женщина встречает другого мужчину, он усыновляет этого ребенка, то есть он не против, все. Обязан ли, остается ли обязательство по алиментам у биологического отца? Тут, да, можно взыскать алименты от биологического отца, но каждая ситуация она индивидуальна, надо ее полностью рассмотреть. То есть там идет рассмотрение. Да. И вот такой вопрос, затронули мы отцовство, но в принципе сегодня, наверное, в нашем сознании такое сложилось, что в алименты, как правило, это чаще всего, доля мужчин. Чаще всего, мы согласимся, конечно, с этим, но тем не менее, бывают ли случаи, когда взыскивают алименты именно с женщин, с матерей? Да, такие ситуации встречаются, но не могу сказать точно, часто ли это встречается. Такие случаи бывают. Например, если суд решил, что ребенок остается с отцом ребенка, тогда в данном случае можно взыскать алименты с матери ребенка. Что ж, Мария, огромное вам спасибо за участие в нашем эфире. Спасибо за такой полезный и немножко неприятный все-таки разговор, пусть как меньше. Не разговор неприятный, а тема такая, она немножко, конечно, давит, но щекотливая тема получилась. Но ответ очень хороший, я думаю, полезно будет нашим зрителям, во всяком случае, даже с точки зрения узнать что-то новое. А говоря про содержание детей, семьи или просто отдельного человека, одной из самых затратных частей бюджета всегда являются продукты. Паша, на что ты обращаешь внимание, когда покупаешь? У меня все очень просто. Это, конечно же, цена и срок годности, чтобы не было он не подходил слишком быстро. А больший процент россиян обеспокоен конкретно качеством продуктов, содержанием добавок и вредных веществ. Как это может отразиться на экономике, расскажет наш обозреватель Иван Лазаренко. Большинство россиян обеспокоены содержанием в продуктах пестицидов, антибиотиков и искусственных добавок. Об этом говорится в исследовании Роскачества. Претензии к наличию кишечной палочки есть у 57% респондентов. Своим главным страхом при выборе еды 56% опрошенных назвали наличие в ней токсинов и тяжелых металлов, а около 36% обеспокоены ГМО. Самой проблемной опрошенные считают молочную и мясную продукцию, а также овощи. В хорошем состоянии фруктов усомнились 19% опрошенных, по 13% высказали опасения по поводу кондитерских изделий и рыбы. Качеству хлебобулочных изделий не доверяет 9% опрошенных. Хотя 98% считают безопасность продуктов важным фактором, около 30% признались, что купят продукт, который содержит потенциально опасные добавки, если он будет более дешевым. При этом 68% не готовы экономить, жертвуя безопасностью. Почта России планирует запустить проект по продаже товаров под собственным брендом «Почтовая марка». Оператор уже подал заявку на использование нового товарного знака «Почтовая марка» в Роспатент. Решение регулятора по регистрации бренда пока не принято. Сейчас в отделениях связи продаются сладости, игрушки и сувениры, однако оператор намерен к концу 2021 года расширить ассортимент товарами из более чем 100 категорий, включая скоропортящиеся продукты, мясо, молоко, творог и творожные изделия, а также сыры. Также в планах компании торговля косметикой, парфюмерией и средствами личной гигиены, средствами похудения, подгузниками и другими детскими товарами, посудой, текстилем, сувенирной продукцией и канцелярскими товарами. Вице-премьер России Виктория Абрамченко объяснила, почему власти не видят возможности ввести программу адресной продовольственной помощи для бедных граждан. По ее словам, контроль за ее реализацией обошелся бы слишком дорого. Чиновница оценила расходы на администрирование в десятки миллиардов рублей, при этом в правительстве не представляют, как эту сумму можно снизить. Необходимо следить и за тем, что помощь получают те, кому она реально нужна, и за тем, чтобы продовольствие было российского производства. По мнению Абрамченко, составить список нуждающихся было бы не очень сложно,
сложно. Такую информацию мог бы дать Минтруд. Но вот вычислить линейку продовольствия и сам размер помощи куда сложнее, ведь это должны быть такие категории, которые люди с низкими доходами не могут себе позволить. Белок, рыбу, овощи, фрукты, мясо. Напомню, введение продовольственных карточек в России обсуждается чиновниками с конца 2000-х. В 2014 году Минпромторг выступил с предложением создать систему дополнительного питания для малообеспеченных граждан. Предполагалось зачислять средства на специальные карты, покупать на которые можно только продукты питания определенных позиций. Что ж, продолжим говорить о деньгах и экономике. Сколько человек готов потратить на отпуск? Ну, как правило, речь идет о нескольких десятках тысяч, ну, в некоторых случаях и сотнях тысяч. Ну, а есть люди, которые готовы заплатить больше $2 миллионов за отпуск в несколько минут. Правда, проведут они его в космосе. Да, основатель Amazon и один из богатейших людей мира Джефф Безос объявил, что 20 июля он отправится в космос вместе со своим братом Марком на корабле New Shepard, разработанным и построенным его компанией Blue Origin. В общей сложности в первом суборбитальном полете для космических туристов смогут поучаствовать 6 человек. Одно из этих мест продается на онлайн-аукционе. Сейчас за него готовы заплатить $2 миллиона и 800 тысяч долларов. Но до окончания торгов остается еще несколько дней. Еще 2 места займут Безос с братом, а остальные 3, по всей видимости, достанутся испытателям или сотрудникам самой компании. В дальнейшем, по мнению аналитиков, купить билеты на суборбитальный полет можно будет за 200-300 тысяч долларов. По крайней мере, примерно такую цену предлагает главный конкурент Blue Origin в сфере суборбитальных полетов компания Virgin Galactic. Само путешествие будет длиться около 11 минут. Ракета поднимется на высоту чуть более 100 километров, после чего первая ступень отделится от капсулы с пассажирами и совершит посадку обратно на Землю. А туристы в течение нескольких минут будут находиться в невесомости и смогут наблюдать поверхность Земли из иллюминаторов. После этого капсула начнет снижаться и приземлиться при помощи парашютов. Ну а у тех, у кого еще нет своей ракеты, но есть автомобиль, я предлагаю посмотреть наши полезные советы. Доброе утро, меня зовут Алексей, я являюсь владельцем автосервиса «Техас» со стажем более 23 лет. И сегодня я покажу вам небольшие лайфхаки для того, чтобы определить, скажем, степень критичности поломки ходовой части вашего автомобиля. И рассмотрим такую ситуацию. Вы направляетесь в отпуск, за город или какой-нибудь просто дальняя поездка, и у вас ни с того ни с сего возникли стуки в ходовой части. Для того, чтобы понять, насколько у нас степень серьезности данной ситуации, не прибегая к помощи домкрата, а просто воспользовавшись силой своих рук, скажем, да, и желательно, если с вами, ну, как правило, люди обычно путешествуют не в одиночку, а кто-то еще есть, сейчас я вам расскажу, как это легко понять, что у вас стучит. Итак, просто открываете дверь вашего автомобиля, берете за крышу, разницы нет, высокая эта машина, вот как крузак или такая маленькая, как дуэт, вы, значит, берете за крышу и начинаете немного ее раскачивать. Влево-вправо, влево-вправо. То есть, имитируя, скажем, неровности на дороге. В этот момент ваш напарник, он ложится под низ и ложит свою руку очередно на один из узлов ходовой части. То есть это линки, шаровые, рулевые наконечники. В момент, когда вы раскачиваете машину, со 100% вероятностью стук вышедшего из строя детали будет отдаваться в руку вашему напарнику. То есть, и, соответственно, когда он вам скажет, что стук здесь или здесь, вы уже поймете, насколько критична данная поломка, можно ли ехать или нет. Как показывает практика, в 90% случаев стуки, возникающие вот так резко, и когда они происходят на неровных дорогах, лежачих полицейских, и особенно на гравийке, они очень сильные, но, как правило, они не такие критичные. В основном это выходят из строя линки и втулки стабилизаторов. На безопасность
движения, они влияют не так сильно, поэтому вы можете спокойно доехать до любого ближайшего пункта населенного, где есть автосервис, или до магазина и поменять, в принципе, то же самое, там, честно говоря, 2 гайки. Для того, чтобы у вас не возникали такие непредсказуемые, неожиданные звуки, стуки и огорчения, возьмите себе за правило хотя бы раз в 2 недели или в месяц просто наклоняться под низ машины и визуально осматривать свое авто на то, что порваны ли у вас пыльники, есть ли подтеки в любой части агрегатов, двигателя, ходовой части. Если у вас там всегда сухо, всегда цело, то и вы будете ездить всегда с комфортом. Что ж, это «Утро Якутии». Мы продолжаем. В начале нашего эфира мы напомнили наш WhatsApp номер. На него, кстати, пришло сообщение. Я рад его зачитать. Номер заканчивается на 5546. Доброе утро. Как здоровье Катерины? И я думаю, стоит напомнить, да, что буквально позавчера в прямом эфире здесь... Понедельник. Да. Катерина поставила вакцину против коронавируса. Поставила я Эпивак Корону. Чувствую себя отлично. Вчера я уже говорила, что у меня немножко болело в области укола. Сегодня уже намного лучше. Температуры, никаких других побочных явлений не наблюдалось. Все хорошо. Спасибо вам, уважаемые телезрители, за беспокойство. Да, ну что ж, вакцинация – это в любом случае хорошо, тем более, что, я думаю, от того, сколько человек вакцинируется в процентном отношении, зависит, и может зависеть и то, как мы в целом лето проведем, будут ли ограничения сняты и так далее. Да, с наступлением лета в Якутии заработали фонтаны, эти изящные творения человека, которые в жаркую погоду, конечно же, дарят нам прохладу и доставляют просто эстетическое удовольствие. Многие фонтаны, благодаря необычному дизайну, стали визитными карточками крупных городов. И мы предлагаем совершить небольшую экскурсию по городским фонтанам и узнаем, кто ухаживает и следит за ними. И с хранителями фонтанов познакомилась наша коллега Ирина Григорьева. Фонтаны притягивают взгляды и всех завораживают. Журчание воды успокаивает, дарит свежесть в жаркий день, а летним вечером находиться около него легко, ведь воздух насыщается влагой. Несколько лет назад в городе Якутске появился необычный фонтан, по которому можно ходить. А в Якутии таких фонтанов нет. Дело в том, что вот здесь обыкновенная вода, но необычность фонтана заключается именно в этой специальной решетке, из-под которой бьют струи воды. Где мы сейчас находимся, это называется чаша фонтана. В этой чаше фонтана, вот обратите внимание, находятся погружные насосы. Вот они. И от них идет форсунка. Форсунка, их здесь 15 штук, закрыты сверху решеткой. И вот здесь струится струя. Анатолий Ефимов знает все фонтаны города как свои 5 пальцев. Оригинальный фонтан в сквере Тружеников тыла – один из любимых. Специалист отмечает, благодаря конструкции можно вплотную подойти к сухому фонтану и даже походить по его решетке. Для прохожих фонтан безопасен, покрытие в нем антискользящее. На днях специалисты закончили перепрограммирование системы. Мастер Максим с утра на ногах, а вернее под люком, настраивает программу. Максим, доброе утро. Здравствуйте. Какие работы вы сейчас проводите вот здесь? Я вот ремонтирую сейчас. Ага. И все, вот, сломалось. Вот. А что сломалось? Ну, кабеля. Смотрю. Фонтан в сквере Тружеников тыла – единственный автоматизированный фонтан в столице. Он запрограммирован на несколько режимов работы. Пока в Якутии белые ночи, поэтому освещение фонтана появится только осенью. Фонтан – это сложное гидротехническое сооружение, поэтому запуском фонтана и консервацией занимаются специальные мастера. Фонтан – дело тонкое, считает Филипп Иванович, механик со стажем. Вот уже 7-й год он ухаживает за фонтаном на площади Орджоникидзе, которому более 30 лет. Признается, при поломке проблемы бывают с запчастями, а вернее с их отсутствием. Материалы иностранного производства. Приходится чинить фонтан своими самодельными запчастями. Выручает опыт и смекалка. Вот, например, вот прыгает. Он не предназначен прыгать. Завод так не делал. Это смекалка, это техническое творчество. Ежедневно только в этом фонтане за один раз циркулирует около 30 кубов воды. Мастера ежедневно следят за работой насосного, осветительного и электротехнического оборудования, а также проводят большую работу по чистке чаши фонтана и промывке системы фильтрации.
Однако в большинстве случаев работники убирают за теми, которые портят, что видят. Они засоряют фонтаны, бросают туда мусор, да, как бы там, ну, бутылки, бытовой мусор высыпают, как-то плохо относятся к этому, что усложняет работу нашим сотрудникам, которые обслуживают фонтаны. Им приходится, ну, ежедневно, утром и вечером убирать этот мусор. Летом фонтаны нередко становятся городской достопримечательностью. Старожил города, 70-летний Филипп Иванович, просит отдыхающих: берегите фонтаны. Ведь в летний зной всегда поднимается настроение, когда смотришь, как танцует фонтан. Ирина Григорьева, Джулс Иннокентьев, Якутск. Какое интересное словосочетание, техническое творчество. Действительно, ничего более подходящего для такого творения, как фонтаны, не найдешь. Это очень интересно. Но есть и много интересных других занятий. Например, Фёкла Евлева, учитель астрономии из Горного Улуса, с 80-х годов увлекается наблюдением за звездами и планетами. Каждый раз, когда приходит сообщение о грядущем затмении, Фёкла Матвеевна достает из футляра свой телескоп и ждет начала светопредставления. Однако часто полюбоваться редким явлением мешает облачность. Но 10 июня ожидается очередное солнечное затмение, которое, как обещают астрономы, будет хорошо видно именно в северных широтах. И Фёкла Матвеевна уже приготовилась к его встрече. Все свои наблюдения она фиксирует, чтобы было о чем поговорить со своими учениками. Вот так пройдет через Чокурдах, через Белую гору, через Среднеколымск и Зырянку. И закончится это затмение на границе Якутии с Магаданской областью. Вот тем оно очень уникальное, это событие. Потом оно же кольцеобразное, так, а мы наблюдали частичные затмения. А кольцеобразное это редко бывает. Поэтому я не хочу упустить. Ну что ж, были действительно интересные события, интересные новости сегодня. Желаем вам хорошего дня. На этом наш эфир заканчивается. Да, плодотворного вам дня, хорошего настроения.